И в завершении выпуска от игры театральной перейдем к играм настольным. По ним в Санкт-Петербурге прошел второй турнир. Но участники соревновались не в популярной и узнаваемой всеми монополии или подобных играх, а попытали свои силы в якутских национальных. Чем еще запомнились соревнования, расскажет Анастасия Данилова. Настольные игры были широко распространены еще с 16 века, а в 20 веке народные игры испытали большой спад и были почти забыты. С переменой сфер нашей жизни они получили второе рождение. В общеобразовательных школах и других культурных учреждениях стали пропагандировать игры как часть культуры народа, и в 90-х годах они вновь вернули свою популярность. Года 3 тому назад мы вспомнили, и все думаю, как бы вспомнить, как мне их играют. И вот между делом как бы сделали, но они у нас какие-то очень большие, крупные получились, так и забросили. Потом узнали в прошлом году, что здесь было вот это соревнование. И поэтому и решили в этом году обязательно придем, хотя бы вспомним, как это все. Вот. И оказывается, такие изменения небольшие есть. В якутских национальных играх отразилась особенность менталитета, мировоззрения народа, которые основывались на сохраняющемся до сих почитании и культе природы. Такие игры, как хамыска и хабылык, не требуют активного перемещения игроков, наличия сложного инвентаря или специальных площадок. Это игра с небольшим набором предметов, которые развивают гибкость пальцев и кисти. Якутские национальные игры я в последний раз играл хабылык в 3-4 классе. С тех пор уже утратил свою ловкость рук. Да? А в основном играл Тексан, игру национальную. Впервые участвую в таком конкурсе. И я играю на камешках и с хаблыком. Во втором Санкт-Петербургском турнире по национальным настольным видам игр приняли участие более 40 якутян, ныне живущих, учащихся и работающих в северной столице. Среди игроков хабылык победу одержал Анатолий Романов, обучающийся на 3-м курсе в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. А в игре по хамыске выиграл Егор Максимов, выпускник Института культуры. Призерам соревнований были вручены памятные подарки и призы. Анастасия Данилова, Егор Максимов, Лидия Андросова, НВК «Саха», Санкт-Петербург.